Уважаемые друзья, мы продолжаем наши уроки, связанные с историей и культурой татарского народа. На прошлом уроке мы изучили один из героев, это самый известный герой татарского народа Шахабуддин Марджани. Изучили жизнь Шахабуддина Марджани. Сегодня же продолжим рассматривать биографию и жизнь еще одного известного сына татарского народа, героя, это Каюма Насыры. Каюм Насыры родился в 1825 году в деревне Ширданы, это современный Зинадовский район, Республика Татарстан. Он получил хорошие свои знания, в первоначальном мадресе при мечети. Его дом даже сохранился в деревне Ширданы, там находится большой музей. И дальше он учился в Казани. На известное мадресе на тот период, это Апанаевское мадресе. И он как раз там получил свои основные мадресе, основные свои знания. Также был, сам самостоятельно изучал многие предметы, науки и отличился своими талантами, заучивание многих предметов, получение знаний. Был человеком такой, один раз прочитывал, уже запоминал. Настолько был эрудированным, хорошо запоминающим. И он самостоятельно изучил русский язык и дальше остался в Казани, работал преподавателем в мадресе и затем уже в Казанском духовном училище и Казанской духовной семинарии. Вы видите, он учился на духовного деятеля, на муллу, но стал преподавать священнослужителям, попам, получается, русский, не русский язык, а вот именно татарский язык. И, естественно, это вызвало на тот период очень такое недогование, непонимание его деятельности, потому что когда в тот период татары очень сильно старались отдаляться от всего русского, от их культуры, от их языка. И это делалось для того, чтобы обезопасить себя от внешнего влияния, от ассимиляции. То есть они понимали, если сейчас русский язык будем изучать, то, соответственно, сейчас культурное такое различие уйдет, и быстро татары обрусеют. Поэтому специально духовные деятели были противниками изучения этого языка. Но Каюм Насыры был наоборот. Он понимал, что татары уже начали отставать от русских и других народов мира. И чтобы принять достижения современной цивилизации, науку новую, изобретение, новую культуру, скажем так, положительный момент, необходимо все равно изучить русский язык. И он сам изучил, и более того, он стал преподавать. Преподавал он даже дома самостоятельно, и даже поступил в Казанский университет как вольнослушатель. То есть он без диплома, получается, ходил, получал знания. Далее он посвятил он начал издавать книги. Эти книги касались разных областей наук, это больше учебники и книги, связанные с историей, с культурой татарского народа. Есть даже произведения лирического жанра, то есть, допустим, Абу Али Сина, то есть такие более связанные с литературой, самое известное произведение, Карквазир, допустим. И более того, он стал изучать татарский язык, этот литературный язык, и его прям уже как наука стал развивать. И при нем считается, что татарский язык прям полностью сформировался на тот период. Он все эти законы языка, грамматику, он все в своих трудах объяснял. И этим он еще что у него есть произведение, связанное с медициной. Допустим, он заболел параличом и не мог, никак никто не мог ему помочь.
и он начал использовать электричество, и такими небольшими импульсами электричества он начал вот эту свою болезнь лечить и выздоровел. Вот настолько как бы он все досконально изучал и открывал в этой области что-то новое. Вот таким образом он ну, стал таким энциклопедически знающим, самым ученым человеком того времени. Также он издал книгу «Шифалы Уленнер», то есть на тот период люди лечились травами, и он знал все свойства трав полезных и прям им хорошо пользовался. Также есть у него книга, связанная с путеводителем Корана, то есть основные моменты, где что находится в Коране, как открываешь по теме, находишь. Еще он издал, так, еще какие-то, ну, много было у них по обрядам, какие вот традиции были татар того времени, допустим, свадебные обряды, похоронные обряды, и он вот это все досконально описывал и издавал в виде статей, книг. И много таких, более 30 трудов. Личной жизнью Каюм Насыри был как бы сложно у него с личной жизнью. Он женился по любви, но жена умерла через год, по-моему, при родах, и все, как бы он без детей так и остался, полностью себя посвятил науке, больше не женился. Вот, и всю жизнь он преподавал у себя дома и вот в государственных учебных заведениях. Его с одной стороны уважали, с другой стороны очень сильно ругали за то, что он как бы преподает русский язык татарам и еще работает в духовной семинарии. Вот поэтому очень его как бы критиковали и называли даже Урус-Каюм. И он вот, был человеком таким, из-за этого он чуть закрылся как бы от людей. Мы даже не знаем его фотографию, какой он внешне выглядел, хотя современник Марджани, то есть они оба одно время жили. Как бы, ну и вообще люди ученые, они чуть такие, скажем так, закрытыми бывают иногда, то есть они уходят в свою науку, в свое творчество и чуть как бы отрешенными бывают от мира. Вот в данном случае Каюм Насыри был таким необычной личностью. Похоронен Каюм Насыри в Казани, находится его могила в Новотатарской Слободе на кладбище. Он сыграл огромную роль в развитии татарской культуры, литературы и самосознания татар. То есть он много внес положительных изменений в развитие нашего народа, поэтому стал одним из героев, и благодаря его трудам наш народ еще больше стал развиваться и становиться более открытым миру. Ну, в плане вот раньше они все закрыто жили в своих общинах, а вот появление таких ученых, как Марджани, как Каюм Насыри, Маридди и других, наш народ стал более открытым, более, скажем так, уже новое время, новые достижения стали в наш народ уже входить, и они сделали очень большие дела. Ну, на сегодняшний день Каюм Насыри связаны два музея. Это в его деревне Шарданы, Верхние Шарданы. И также в Казани есть дом-музей Каюм Насыри на улице Парижской коммуны. Хороший музей, следует посетить. И также есть улица Каюм Насыри. Это вот улица Шабуддина, мечеть, идущая в Марджани. Вот эта улица, она есть как раз Каюм Насыри. Вот, трудов тут мы уже говорили о трудах его. Так. Календарь. Один из самых первых татарских писателей, он начал выпускать настольные календари. Ну, вы знаете, да, мусульман календарь, вот такие книжки сейчас популярно они пользуются, особенно пожилые. Там открываешь, каждый день написано, какое время намаза, что там сегодня происходило год вообще в истории, какие-то полезные сведения. Вот он как раз один из первых начал их выпускать. Угу. Ну, вот. Есть даже интересная книга, связанная с приготовлением еды, вкусных блюд и другие. Я сам в детстве очень хорошо изучил, ну, читал его книги, связанные, салям алейкум,
с удовольствием читал вот, Абу Али Сина, то есть это известное, замечательное его произведение. Так. Угу. Вот, коротко о одном герое татарского народа. Сейчас мы будем дальше изучать других героев, ну, поверхностно уже, не так глубоко. Перед нами следующий ученый, это Хусейн Фаизханов. Этот молодой представитель нашего народа был учеником Шихабуддина Марджани. Он стал таким выдающимся, скажем так, человеком науки, арабского языка. И после окончания мадресе он устроился на работу в Петербург, восточное отделение. И там писал свои труды, преподавал. То есть он один из самых лучших учеников был Марджани. И подготовил несколько проектов, связанных с реформированием татарского мадресе, улучшением. И писал ряд трудов. Но, к сожалению, рано умер, буквально прожив более, около 40 лет, наверное, где-то. И другой вот ученый, писатели еще на тот период появляются же, очень много было писателей. Известный писатель — это Абдул-Джаббар Кандалы. Он тоже написал интересные стихи, вошел в историю татар также. Другой писатель, ученый, это был Акмулла. Этот герой, Мифтах-ад-Дин Акмулла, является как бы таким самой уважаемой личностью для башкир и для татар. Вот, написал много поэм, стихов, связанных с религиозной тематикой и духовной, и вообще в жизни такой. Его стихи с удовольствием читали на тот период в многих частях нашего, Среднего Поволжья, всей России, скажем так, где жили тюркские народы. Другой представитель татарского народа, один из героев, это Баязид, Атаулла Баязитов. Этот духовный деятель работал ахуном города Петербурга, был таким самым авторитетным духовным лицом того времени, преподавал при мадресе в Петербурге. Была там татарская община, это столица на тот период, столица Российской империи. Он написал книгу, связанную «Ислам и наука», «Ислам и прогресс». На тот период в Европе один из писателей издал книгу, в котором очернял ислам, показывал, что ислам — это религия, приводящая к регрессу, то есть от нее никакой пользы нет, наоборот, всегда войны и все такое, таким плохом тоне, оскорбительном тоне написал книгу, хотя был таким на тот период известным человеком. И вот против него, вопреки его произведению, он написал книгу «Ислам и прогресс». И он доказывал, что ислам — это мировая религия, которая способствует развитию науки и техники, показывал примерами, какие жили ученые, вот как Авиценна, как Алгебра, как Амар Хайям, как другие. Вот много средневековых ученых, которые развивали науку, и вот эта наука потом перешла в Европу, и Европа стала развиваться. Вот, если не было этих мусульманских ученых, которые сохранили труды даже древнегреческих авторов, перевели из греческого на современные языки, то бы Европа еще не дошла до этого уровня. Он показывал аятами Корана и другими примерами историческими, что ислам — это не такая религия, которую пишет этот европейский представитель. Он прожил такую достаточно прекрасную жизнь и сыграл большую роль в развитии ислама в нашем регионе. Награжден множеством медалями, орденами в тот период. Так, следующий, это самый известный представитель татарского народа Зейнулла Расули. Это выдающийся ученый, богослов, духовный наставник. Он родился в деревне Шарипово Уфимской губернии. Татары говорят, что он был татарином, башкиры говорят, что он был башкиром. Поэтому для обоих народов он герой считается. Получил классическое религиозное образование,
стал развиваться духовно. Вы знаете, чтобы духовно расти, в исламе есть целое направление. Это суфизм называется. И человек находит духовного наставника, и под его руководством начинает дополнительные совершать аскезы, дополнительные там обряды, практики, и под его присмотром растет. И вот он тоже поступил к одному из шейхов того времени, стал расти духовно, развиваться, каждый день дополнительно над собой работать, и достиг уровня Ишана, стал как бы воспитывать людей. Но со временем он поехал в Турцию, в город Стамбул, там нашел другого себе наставника, Зияуддин Гумушханави его звали. Он отправился туда с целью пойти в хадж, а там оказался, как бы встретился с этим выдающимся ученым турецким, и вошло в число его ученых, его учеников, вошло в число его учеников, и Гумушханави его воспитывал, обучал, и он за короткое время достиг тоже духовного просветления, стал еще ближе к Всевышнему, и, приехав на родину, он уже устроился на работу в город Троицк. И там открыл мадресе и воспитывал уже огромное количество учеников. Настолько его популярность стала высоким, что со всей России, из Казахстана ехали к нему учиться, ехали получить его наставления, молитвы. Он одним своим дыханием мог человека исцелить. То есть человек болеет, он читает молитву, чтобы он выздоровел, дует, и человек выздоравливал. Но это был человек, эта личность был очень близко находящийся к Всевышнему. Его молитвы буквально исполнялись сразу, его наставления прямо точности были правильными, то есть он даже мог предсказывать что-то, да, говоря человеку. Люди часто приходили ему просить, стоит ли мне вот так поступать или нет, как бы вот какие-то тяжелые моменты жизни. И он все это правильно показывал людям, способствовал тому, чтобы при его жизни люди смогли жить еще более счастливо, то есть помогал осчастливить людей. Его назвали духовным королем татарского народа на тот период. У него были там сотнями, около сотни тысяч учеников, настолько было много. С утра он выходил, уже конвейер, люди толпами ждали его. Кто-то исцелиться приехал, кто-то молитву у него попросить, кто-то в ученики приехал, кто-то просто покушать, там, получить милостину. То есть каждый день он прям конвейерами людей проводил через себя. Вот такой удивительная личность был. И приезжал он в Казань, здесь как раз участвовал его учеником был Галимджан Баруди. И он даже стал в закладке камня мадресе Мухаммадии, как раз он и участвовал. То есть вот такой необычная личность. Его очень любили, и он способствовал развитию образования, духовности, и таким необычным человеком был на тот период. И сейчас его линия учеников продолжается, духовные линии, в основном это в Дагестане. Так, еще один ученый, его ученик Галимджан Баруди, жил в Казани, получил образование в мадресе Апанаевской и далее поехал в Бухару. Мадресе Мир Араб получил свои основные знания и вернулся уже таким знающим богословом, ученым. Отец у него был купцом, Мухаммедян Галиев его звали. Его избрали имамом мечети Галиевской, вот сейчас в Казани находится, это на улице Тукая. И вот там он стал работать имамом, и при мадресе открыли большой мадресе. В 1882 году отец и его еще товарищи, друзья вместе собрали деньги и построили большое мадресе Мухаммадия. И это мадресе стал кузницей мусульманских кадров, интеллигенции татарской. Это мадресе стало даже университетом того времени, где большей части даже давали светские знания, чем религиозные, да.
И оттуда вышли с этого мадресе такие ученые, ну, как бы представители татарского народа, как Ильяскар Камал, ну, это известный драматург, писатели Маджид Гафури, допустим, Баки Урманче и другие. То есть много таких личностей. Вот здесь мы можем посмотреть сейчас. Здесь это мадресе как раз в Казани в центре находится. Вот. Ну, следующий ученый. Галимджан Буруди вошел в историю татар в первую очередь тем, что он подготовил огромное количество учеников, многие из которых стали выдающимися личностями. Во-вторых, он написал большое количество трудов, более 30. Они больше были как учебниками, ну, и они использовались в мадресе на тот период. И третье, он был активным благотворителем, много средств жертвовал для помощи татарским мадресе, изданию книг, открыл даже в Казани, даже свои личные средства, он на этот путь очень много жертвовал, открыл, у него была большая коллекция книг, собраний книг, восточные рукописи, он в своем доме открыл читальный зал, люди приходили и читали книги, то есть у него и пользовались его библиотекой. Потом эту книги он подарил государству. Сейчас они находятся в библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета. Отдел редких рукописей — это полностью его книги. Вот как раз основная часть — это его собрание. Он был настолько авторитетным на тот период, что он после Марджани вторым в Казани был самым таким авторитетным духовным деятелем. Его слово было каким законом, власти его тоже уважали. Ну, естественно, такой авторитет вызывал много чего зависти, и против него написали тоже, как бы, ну, на тот период все известные личности страдали этим, то есть завистники всегда писали что-то против них, и они их потом сажали в тюрьмы. Вот Галимджана Баруди тоже написали о том, что он стал проводить политику пантюркизма, то есть объединения тюркских народов, и там против государства он своими учениками начал делать, как бы. Полиция проверяла, но, естественно, что-то не нашли, но все равно его каким-то там причинам посадили на 2 года от высылка, сняли с должности, но он был авторитетной личностью, договорились, чтобы он не сидел там в Вологодской области в тюрьме, а поехал за рубеж, за границу. И вот Галимджан Буруди отправился в Стамбул, в Каир, и вот там он 2 года получал знаний религиозные, очень много дополнительных знаний получил, и вернулся еще больше знающим человеком. Как приехал на родину, он стал еще больше преподавать, обучать, писать, организовал в Казани, на тот период начался Первая мировая война, он организовал мусульманский госпиталь, где лечили военных солдат. Ну, вот сейчас же тоже, в принципе, война идет, но на тот период очень много было раненых в Казани, и он как раз собрал свои деньги, внес, и других состоятельных людей деньги внесли, и создали такой большой госпиталь. Это очень сильно сблизило государство и вот духовенство мусульманское на тот период. И Галимджан Буруди еще вошел в историю тем, что его все единогласно избрали муфтием. Это человек, один из первых муфтиев, которого сам народ избрал. Обычно же муфтиев ставит государство, а на тот период Российская империя распалась, и все как бы представители духовенства собрались и избрали его муфтием на тот период, муфтием России. И он очень много приложил усилий для развития ислама, но оказался период большевистской власти, там и шла гражданская война, то есть это прям тяжелое время было для нашей страны. Он как бы все, что смог от себя, то и сделал. В 21 году начался большой голод в Среднем Поволжье, он начал собирать деньги, помощь, чтобы голодающим оказать какое-то облегчение.
свои средства много внес, чтобы купить еду, раздать среди голодающих. И по всей России он отправил своих представителей, таких авторитетных духовных деятелей, которые собирали деньги вот из мусульманских регионов, где жили, мусульманских сел, допустим, из Сибири, татарских деревнях. Эти деньги привозили в муфтият и потом покупали на них еду и раздавали среди голодающих. Он несколько раз ездил в Москву, прося помощи. У нас голод, помогите. Он авторитетная же личность. На тот период Ленин, он двойную политику, видимо, вел, и хотел ослабить Среднее Поволжье. И с другой стороны, хорошо, поможем, все, и скоропостижно он скончался там по пути, или сам умер, или что-то сделали, но он в итоге его тело привезли в Казань и похоронили в народно-татарское кладбище. То есть вот такой удивительная личность сыграл огромную роль в истории татарского народа. Следующий представитель, ученый, выдающийся выдающийся представитель татарского народа, герой, это Ризаэддин бин Фахреддин. Ризаэддин Фахреддин получил религиозное образование, но за рубежом он не учился. Он именно местными источниками, у местных, получается, наставников получил свои основные большие знания и начал работать в духовной сфере. Издавал журнал «Шура», жил в Оренбурге. Сперва издавал журнал «Шура», это такой религиозный литературный журнал, очень популярный на тот период. Также он издавал книги, связанные с историей татар, с религиозной тематикой. Самая известная его книга — это «Асар», это многотомник, где описываются биографии выдающихся личностей в истории татар. Читаю сам, я его трудами пользовался, прям это удивительная книга. Он издал тоже более 30 книг. У него даже есть произведение литературного жанра. То есть, такой одаренный, творчески одаренный личность, хороший публицист. Такой удивительная личность. Его очень любили, уважали и даже избрали кадыем, то есть это заместителем муфтия в Уфе. Он долгое время своей жизни провел в Уфе, работал в муфтиате как заместитель муфтия кадыем. И от этого тоже авторитет у него был большой. И после смерти муфтия он остался муфтием и работал в духовном управлении вплоть до 1936 года, пока не умер. Его период, конечно, тяжелый был, потому что там гонения на религию, все такое. Он после Алимджана Баруди как раз и управлял Магометанским духовным собранием. Удивительная личность, прекрасный семьянин, как и Галимджан Баруди, он тоже имел большую семью, много детей. В истории татар вошел Чем он вошел в историю? Тем, что он развивал науку и много писал книг полезных просвещал население. Изучал, распространял исторические знания, связанные с историей и культурой татар, и работал для развития ислама в нашем народе. Так. Здесь еще один момент можно отметить. Еще один такой выдающийся личность был для татар, как Зайнулла Расули. В Чистополе жил такой богослов, ученый Мухаммад Закир Камалов. Мухаммад Закир был тоже духовным наставником, известным таким ученым того времени. Тоже воспитал, как Зайнулла Расули, огромное количество учеников. Его мадресе Камалия был один из таких известных в Среднем Поволжье. Он был еще состоятельным купцом второй гильдии. На свои средства как раз построил все это мадресе большое. И более того, содержал ее всю жизнь и еще помогал бедным. Люди приходили в его дом, всегда получали горячую еду, помощь какую-то. И у него тоже как конвейер был, получается. Его дом открыт был для всех.
приходили кто за знаниями, кто за наставлением, кто исцелиться, и кто-то получить помощь. Вот каждый день у него дом прям конвейерами, сотнями людей он как бы встречал и помогал. В Чистополе, если поедете в этот город прекрасный, маленький, провинциальный в Татарстане, там есть его мечеть деревянная такая, красивая. И там же на кладбище есть его могила тоже. Люди, кто едет в Чистополь из татар, как раз посещают это место. Так. И Мухаммад Закир Камалов тоже являлся таким, ну, королем, духовным королем того времени. То есть, если Мухаммад Закир был здесь, в Татарстане, Зайнулла Расулей был, ну, южнее, получается, это в Троицк, это на границе с Россией и Казахстаном. То есть, это такое красивое место. Так, еще один представитель татарского народа, авторитетная такая личность, известная, это Мухлиса Буби. Эта женщина получила очень много полезных религиозных знаний и преподавал свое мадресе, которое братья открыли в Ичбуби, это современный Агарджи район, да, Татарстан, на севере Татарстана. В этом селе у них была большое мадресе, где они давали знания большому количеству учеников. И после того, как это мадресе закрыли, то есть там и советская власть потом уже установилась, она стала работать в духовном управлении мусульман, в Оренбургском Итанском духовном собрании, как кады, то есть как судья мусульманский, и давала, ну, давала ответы на религиозные вопросы с точки зрения там, ислама, там, женские вопросы. Всю эту тематику она хорошо знала. И вот долгое время, до 1937 года, пока вот репрессии не настали, она работала вот в духовной сфере. Вошла в историю как знаток ислама, как знающая женщина. Но личной жизнью она сильно пострадала. Как бы у нее неудачный брак был, и она в итоге замуж не вышла. И всю жизнь посвятила науке, религии. Этим она вошла в историю. Есть даже спектакль, Ракаил Зайдулла, по-моему, снял. Как называется, помните? Нет? Как это называется? Ну, посвящен ее жизни. Ну, тут разные есть фотографии. Есть вот личные фотографии, это вот ее личные, где она без платка, а есть общие фотографии, где она с платком. То есть, ну, при мужчинах так не ходили на тот период, это просто личная фотография. Еще один представитель татарского народа известный, это Зия Камали. Тоже был религиозным деятелем. Ну вот видите, если мы сейчас перечисляем, дореволюционный период все представители татарского народа, выдающиеся личности, они были духовными деятелями в основном. То есть занимались, ну, занимались в религиозной сфере. Вот один из таких выдающихся деятелей это был Зия Камали. Он получил религиозное образование у нас на родине и далее учился в Каире. Там есть мадресе Аль-Асхар известный, получил знания и вернулся домой. Стал работать в Уфе. Открылось там мадресе большое, Галия называли это мадресе. И вот там он был ректором этого мадресе и подготовил очень много мусульманских религиозных кадров. Его взгляды, конечно, были чуть либеральными. Он старался находить, ну, старался сопоставлять научные достижения с исламскими канонами. То есть, как бы он такой более либерального взгляда человек был. Но вошел, тем не менее, в историю татар как таким, ну, известным педагогом, известным религиозным деятелем. Так, следующий представитель татарского народа – это ученый, богослов Муса Бигиев. Этот выдающийся религиозный деятель также был, ну, также получил богословское хорошее образование и много потом преподавал, писал книги. Он был женат на дочери Мухаммад Закир Камалова, духовного наставника известного. И вот период, он чем вошел в историю? Он был публицистом, очень много книг написал.
Его труды издавались на тот период в газетах, журналах. И когда наступила советская власть, он уехал в Каир. И там преподавал в Мадресе Аль-Асхар. И там же он похоронен. Нашли могилу, да? Да, недавно нашли его могилу. Муфти Татарстана туда ездил. Вот. Он вот известная личность и в мусульманском мире. Его труды читаются. То есть он вошел так, как, ну, богослов, как ученый, вошел в историю нашего народа. Идем дальше. Это деятель тоже удивительный. Это Исмаил Гаспринский, Карамле. Этот крымский татарин. Эта личность был мэром города Бахчисарай. Он получил такие, ну, и религиозные знания, и хорошие светские знания. Жил даже в Париже. Он был издателем, издавал газету «Тарджиман», переводчик. Эту газету он более 30 лет издавал на разные такие тематику, там и информационная, и образовательная, и просветительская такая газета была очень популярна на тот период. И этой газетой, там он публиковал очень много трудов, полезных для развития нашего народа, ну, способствовал распространению таких полезных знаний, полезных мыслей в нашем народе. И этим он вошел в историю татар. Поддерживал мадресе в Бахчисарае. Он как бы общественный, религиозный такой деятелем был в большей части. Отец, по-моему, тюркский. Да, то есть он как бы, ну, герой, один из тюркских народов, получается, распространял знания. Он как бы способствовал тому, чтобы тюркские народы еще больше сближались друг с другом. Газета, вот этот Тарджиман, она читалась и в Казани, и в Крыму, и в Турции, то есть и в Средней Азии. То есть она был, ну, как бы универсальный язык, он старался развивать через свою газету. То есть его идеи, мысли давали повод другим также развиваться. На этом тогда мы с вами завершаем. Будете в Крыму, Бахчисарай, рекомендую посетить его дом, могилу и как бы посмотреть его деятельность вообще более уже близко. На этом завершаем наш урок. Счастливо!